Приветствуем. Сегодня у нас тема такая, знаете, особая. Горы Тянь-Шаня, 16-18 века и кыргызы. Как кочевники, привыкшие к степям, воевали вот в таких, ну, совершенно других условиях. Источники говорят, что тема, кстати, изучена не так, чтобы сильно. Да, здравствуйте. Тема действительно интересная, и вы правы, не самая разработанная. И сразу, наверное, стоит уточнить, речь не идет о регулярной армии, как мы ее сейчас понимаем. Ага, то есть? Это было скорее народное ополчение, собирались, когда была реальная угроза. Но цифры впечатляют. До 100 тысяч человек могло встать под ружье, ну, образно говоря. 100 000! Ого! Да. И в основе организации лежали очень древние принципы. Во-первых, дуальная система. Это деление войска на правое и левое крыло. Для маневра, для управления. А во-вторых, ну, знаменитая десятичная система. Десятичная — это та, что еще от гуннов идет? Десятки, сотни, тысячи? Совершенно верно. Он баши, жуз-баши, минбик. Вот эти чины как раз и отражают эту структуру. Корни очень глубокие, да. Но вот как раз эта система, рожденная в степи. Как она вообще работала в горах? В узких ущельях? Ведь там, ну, совсем другая специфика. Вот, отличный вопрос. Конечно, требовалась адаптация, гибкость прежде всего. Общая структура, может, и сохранялась, но акцент смещался на что? На действия более мелких, мобильных отрядов. И, конечно, на использование рельефа. Это просто ключ ко всему. Использование рельефа. Логично для гор. То есть, если враг вторгался, то семьи, скот, их куда-то прятали подальше, вглубь? Именно так. В самые труднодоступные места. А воины? А воины занимали перевалы, господствующие высоты, узкие проходы. По сути, горы становились их главной крепостью. Они контролировали все пути. Понятно. Оборона за счет местности. Но ведь не только оборонялись. Наверняка были и какие-то активные действия, атаки. Вот тут самое интересное начинается. Безусловно. Главный прием — это, конечно, засада. Буктурма. Устраивали в самых неожиданных, удобных местах. Скалы, теснины, какие-то заросли. Так, засады. А еще? А еще тактика заманивания. Очень характерная вещь. Небольшой отряд как бы отступает, провоцирует противника, уводит его за собой. Куда? В заранее выбранное узкое место, долину, ущелье, откуда трудно выбраться. А там уже ждут основные силы. Именно. И обрушиваются со всех сторон. Это, знаете, очень похоже на облавную охоту. Кстати, сама облавная охота ведь и считалась отличной тренировкой. То есть охота как военное учение. Ну да, тоже традиция древняя. Еще от гуннов, монголов идет. Координация действий, знание местности, окружение добычи — все это потом применялось и в бою. Очень практично. Поразительно. Но чтобы вот такие маневры, заманивания, засады работали, нужен был, наверное, очень четкий порядок движения войска. Разведка там, охранение. Обязательно. Походный порядок был продуман. Впереди всегда шла разведка Чолгын. Далеко впереди. Собирали информацию. Так, За ними дозорный отряд. Кайгул или Эрол. Они могли и бой завязать небольшой и как раз выполнять роль приманки, заманивать. ага, понятно. Потом уже шла основная колонна, но и перед ней авангард, караул, сторожевая охрана. Ну и сзади, конечно, арьергард Аурук, который прикрывал тыл, обоз. Целая система. А кто всем этим руководил на марше? Был специальный человек, жолбаще. Проводник, разведчик, отвечал за маршрут, за выбор пути. Есть даже такие любопытные указания, что могли использовать масть лошадей для сигналов, для управления. Тоже, возможно, наследие древности. Интересно. И вот если собрать все это вместе, рельеф, засады, заманивание, четкий походный порядок, разведка, насколько эффективной была вся эта система в итоге? Ну, судя по результатам, крайне эффективны. Вот эта адаптация древних степных традиций к горам оказалась очень удачной. Она позволяла кыргызам веками, ну, скажем так, успешно отражать атаки очень серьезных противников, включая Джунгарское ханство. А это была мощная сила. То есть это не просто позволяло выживать, а сохранять независимость? Фактически, да. Сохранять контроль над своей территорией, свою этнополитическую структуру — это военная организация вместе с другими факторами.
Ну, там, общность культуры, религии, она стала важнейшим элементом, который скреплял кыргызский этнос, позволила ему консолидироваться и выстоять. Получается, что мы видим не просто набор военных хитростей, а такой, знаете, глубокую традиционную систему, которая была просто блестяще приспособлена к уникальным горным условиям. И это, по сути, ключ к пониманию того, как кыргызы смогли сохраниться как народ в очень непростые времена. Именно так. И это, знаете, подводит к такому, может быть, неожиданному вопросу на подумать. Вот эти глубоко укоренившиеся традиции адаптации к ландшафту, умение быстро мобилизоваться всем вместе перед лицом вызова, использовать местность как преимущество, могут ли эти черты, пусть как-то не очевидно, в трансформированном виде проявляться и сегодня? В культуре, в социальной динамике региона. Есть над чем поразмыслить после нашего разговора.